В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова, и я расскажу вам об экономических событиях в республике и стране. Более 20 миллионов рублей предварительно необходимо на оказание помощи населению Усть-Майского района Якутии, пострадавшему от весеннего паводка. На единовременную помощь предусмотрено более 4 миллионов рублей. Финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости при условии полной утраты имущества у всех граждан составит более 16 миллионов рублей. Отметим, что сумма может поменяться, так как об окончательном ущербе можно говорить только после спада уровня воды на реке Алдан. Пострадавшим от весеннего паводка Амгинском районе Якутии предварительный ущерб составил около 12 миллионов рублей. По предварительным расчетам, 522 человека нуждаются в единовременной помощи по утрате имущества первой необходимости. Пострадавшие сельхозпроизводители Амгинского района получат более 114 миллионов рублей господдержки. Такое решение принял Минсельхоз Якутии. Кроме того, в фонд помощи пострадавшим от паводка жителям Амги сотрудники ведомства направили однодневную заработную плату. До 16 мая средства государственной поддержки в рамках госпрограммы будут доведены до пострадавших сельхозпроизводителей Амгинского района в размере более 114 миллионов рублей, в том числе на обеспечение производства и переработки продукции скотоводства и заготовку сухого молока более 80 миллионов рублей, сказал министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Александр Атласов. Соответствующие меры государственной поддержки приняты по Чурапчинскому, Татинскому и Усть-Майскому районам. Помимо этого, финансовую поддержку в мае получат Хангаласский, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский и Кобяйский районы в размере почти $500 миллиона рублей. Правительство Якутии подписало трехлетнее соглашение на 2018-2020 годы с компанией «Дальневосточная железная дорога». Это филиал РЖД. Документ позволит решить вопросы, связанные с реконструкцией и увеличением пропускной способности по железной дороге на 5 миллионов тонн грузов. Даст возможность дополнительно увеличить пропускную способность на 5 миллионов тонн грузов. Это очень важно с точки зрения того, что вот Колмар, Метел наращивает объемы добычи и перевозок угля. Ну и, конечно, с учетом завершения строительства железной дороги до Нижнего Бестяха, мы ожидаем, что будет переключение объемов грузов, которые были у нас по Осетрова, да, через Нижний Бестях. И с учетом того, что у нас существенно снизятся тарифы на этом участке, там МОД Нижний Бестях, где будут тоже применяться среднероссийские тарифы 10.01. Алроса наращивает маркетинговые усилия и нацеливается на новые возможности по огранке камней на фоне признаков начала стабилизации рынка. В прошлом году Алроса вложила $25 миллионов в ассоциацию производителей алмазов DPA за маркетинг и сможет увеличить спонсорство в этом году. Также компания планирует увеличить объем огранки алмазов премиальных категорий и может рассмотреть возможность покупки предприятия по огранке «Кристалл» в случае его приватизации. Мы провели оценку синергии с «Кристаллом» и считаем, что в объединении бизнеса компаний есть плюсы. Если будет объявлен аукцион, мы готовы участвовать, но все зависит от цены. Она должна учитывать нарастающие убытки «Кристалла» и долг, а также перспективы убытков и социальную нагрузку, сказал Сергей Иванов в интервью агентству Bloomberg. Алроса изучит опыт «Русала» для сценария на случай кризиса. Сергей Иванов видит свою задачу как руководителя в том, чтобы проработать антикризисные сценарии. В начале апреля власти США включили в санкционный список 25 человек и 15 компаний, в том числе «Русал». Это стало причиной резкого падения акций алюминиевого гиганта. Отметим, что санкции, введенные США 6 апреля, вызвали распродажу российских активов, в результате чего стоимость акций Алросы стала привлекательней. А включение Иванова в так называемый кремлевский список пока не отражается на деятельности компании. Что же касается санкций, то большинству россиян они проблем не принесли. Такие данные социологического опроса приводит Левада-центр. Так, около 80% россиян не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций Запада. Однако 18% респондентов считают, что столкнулись с серьезными проблемами из-за санкционного давления со стороны Запада. 33% опрошенных ответили, что санкции не создали никаких проблем. А 45% респондентов
респондентов считают, что санкционное давление проблем не создает. Лишь 3% россиян считают, что западные санкции создали для их жизни очень серьезные проблемы. Опрос был проведен среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. Авиакомпания «Алроса» подвела итоги работы за первый квартал. За 3 месяца 2018 года авиакомпания перевезла более 76 тысяч пассажиров, сохранив этот показатель на уровне аналогичного периода прошлого года. В январе-марте авиакомпания «Алроса» выполнила 448 рейсов, в том числе 343 рейса центрального расписания и 105 заказных. В компании ожидает традиционного роста активности в весенне-летний сезон и готовится к открытию дополнительных регулярных и чартерных рейсов в Сочи, Иркутск, Кемерово, Томск, Симферополь, Анапу, Кипр и Китай. Правительство Российской Федерации не планирует повышать НДФЛ. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов. Он также отметил, что все решения по настройке налоговой системы России должны быть приняты до середины июля. Ранее Минфин предлагал ввести отдельный налог для самозанятых граждан на профессиональный доход. Ставка налога могла составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Региональные власти могут получить право определять поставщиков лекарств для заказчиков, находящихся в труднодоступных муниципальных образованиях Крайнего Севера с ограниченным сроком завоза грузов. Соответствующий законопроект в Госдуму Российской Федерации внес парламент Якутии. Авторы законопроекта отмечают, что из-за высокой стоимости доставки грузов в труднодоступные населенные пункты аптекам невыгодно заказывать лекарства, так как закрепленная законодательно максимальная допустимая розничная надбавка к стоимости препаратов не покрывает расходов. Также авторы законопроекта подчеркивают, что нехватка лекарств в районах Крайнего Севера и Арктики часто оборачивается необходимостью вызывать экстренные санитарные авиарейсы, которые оплачивает государство, и это обходится значительно дороже стоимости доставки лекарств. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.